А 2 часа мы проходим до океанариума. То есть это максимально развернутый маршрут, где вы увидите и все, что есть внутри акватории, соответственно, в Уссурийском заливе. То есть мы, дорогие друзья, идем по бухте Золотой Рог, выходим в пролив Босфор-Восточный. Вправо он находится в сторону Амурского залива. Мы же с вами направляемся влево, в сторону залива Уссурийского. Здесь он проходит. Там перед нами Японское море и Тихий океан. Смело можно сказать, что мы с вами по Тихому океану будем путешествовать сегодня. И будем проходить в бухте Аякс, Париж. И увидим Федеральный университет, увидим океанариум. Обо всем с вами поговорим на маршруте. Что же касается выхода в Амурский залив, как и в Уссурийский, почти километровый выход. На самом деле очень опасный участок в акватории. Место, которое можно назвать Токаревской кошкой, может кто-то слышал. Почти 3/4 выхода в Амурский залив перекрывает коварная каменная коса. Ее с моря не видно, потому назвали кошка Токаревская. Для того, чтобы ее обозначить, там был установлен маяк. Вот такой маленький маяк высотой около 12 метров. Маяк имени Токаревского. Мы близко к нему с воды не подходим, но обязательно на маршруте обозначим, где он находится. У нас с вами будет возможность увидеть еще 2 маяка, наши морские ворота, морские семафоры на острове Скреплева и на полуострове Басардина. Так, вот наш кораблик. Вот такой вот. Маша уже бежит вовсю. Господа, всем добрый день, пожалуйста, проходите, занимайте места в салоне. Угу. Любые, да? После отхода можно будет выйти на открытую часть. Понятно. Где? Спереди, наверное, надо садиться. Я думаю. Давай вот здесь вот сядем. Нет, да, надо поэтому. Вот так вот, чтобы видно было. Давай тут садись. Вот такой у нас корабль. Опс. Вот там он красивый какой. Ну вот мы поплыли. Вот, смотрите. Мы подойдем к маяку Токаревскому. Экскурсия. Мы пройдем под мостом Русским. Мы увидим океанариум. Садись сюда. Это все будет еще параллельно Босфор-Восточный. 2 маяка на острове Скреплева и Басардинский, которые показывают восточные ворота в порт Владивосток. И затем будем возвращаться в Золотой. Добрый день, дорогие экскурсанты. Буквально минута. При выходе берегите голову и высокая ступенька, будьте осторожны. О, какой корабль. Это, смотри, крестики красные. Это, да, скорая помощь. Медицинский Иртыш. Так. И вот мы там проходим. А, вон, смотри, военный корабль. Ага. Вот мост золотой, который через залив, залив, да, или как называется, Золотой Рог. Вот, смотрите. Такая грандиозная конструкция. Которые будут видны в ходе нашей морской прогулки. Итак, отходя от угловой части Золотого Рога, мы поворачиваем сейчас в глубину бухты и пройдем под Золотым мостом. И как только наш катер развернется вот в сторону Золотого моста, мы сразу с вами определимся, что слева по ходу движения это будет северный берег бухты Золотой Рог.
движение за причалами ремонтного завода, здание цирка, большие витражные стекла, хорошо видны, и здание цирка появилось в нашем городе в 1975 году, на тот момент одним из самых лучших проектов Советского Союза. Мы с названием «Огненное гнездо» мы видим видовую площадку, где ярким таким элементом, хорошо выделяющимся, является стилизованная звонница перед памятником Кириллу имени основателя славянской армии. Дальневосточного федерального университета. А в прошлом году летом в фасаде этого здания появился символ нашего Приморского края, Дальневосточный зоопарк. И как только мы пройдем чуть дальше от моста, с боковой фасада на этом здании, даже отсюда с моря мы сможем характеристики этого моста высота прилива 230 метров, общая длина прилива 730 метров, общая длина моста 21 метров, от мела до волокна моста 54 метра. Сейчас из Золотого Рога стоит восточный, с другой стороны, это жилой район, но у них с вами история, которая, собственно говоря, буду описывать, наверное, словами, а вы вообразите, представляете, как это было. На территории нашего края. Вот Бурселевцы начало деятельности попутных духов и водоскоростного флота здесь давалось возможность доставлять город лишь тогда говорили. Вот есть место, где поднимают грузы, контейнеры и устанавливают контейнеровозы. Здесь есть место для приема судов с грузами, с прочими. Мы сюда спускаемся. Можно поскользнуться и улететь. Ступеньки-то скользкие. Также справа по ходу движения за вот тут у нас возвышаются Михайло, а сзади нужно которые как натальный план подходят, принадлежат они морскому государственному университету. Владивостокский рыбный порт. Первым директором рыбного порта стала Анна Ивановна Щетинина, первая в мире женщина-капитан дальнего плавания. Дата рождения рыбного порта 1938 год. Щетинина узнала о том, что ей предстоит возглавить порт на Камчатке. Она работала в ведомстве Камчатского пароходства. И в телеграмме строго было обозначено, что она должна прибыть в определенное время к месту, кто небольшой
русла, которые затрачены были на приобретение дороги, Уже 20 минут. Ну все. Такой вот он. Ну, а Маша тут чаек попивает, да? Распивает. Проплавали мы над Русским мостом. Вынула она заварку. А у нас еще вот кофе осталось. Вот такой вот. Ну, мы стали, короче, одним пакетиком 2 чашки заварили. Че, вкусный чай? Липтон был. Что, посмотрела на мостик? Как тебе? Мостик маленький, ноль эмоций. Но мы на нем проезжали, а это самое, мы под ним не проплывали. Ну, что, понравилась тебе экскурсия? Ноль эмоций. Она уже столько всего видела, что у нее никаких эмоций ничего не вызывает. Что, уже все, да? Наверное, сейчас уже вернемся и все. Нормально. Сейчас в KFC пойду. Чай-то вкусный? Я еще не пробовала. Что там у тебя? Мы же завтра все на поезд садимся и уезжаем в 10 часов вечера. А в 10 утра мы должны с наших апартаментов выехать. Вот так вот. В 12 часов где-то будем шарахаться. Где Маша? Ты не подумала? Нет, не подумала. Подумала. Ну ладненько. Потом снимем. Там люди вон стоят. Интересно. Вот маяк и какая-то дамбочка, прямо дорога, да? И вон они, люди ходят туда-сюда. Вон там он Владивосток. Золотой мост, а вот там вот Русский мост. Вот так вот мы плаваем. Покажет нам именно расположение этого склада из Амурского залива к месту нашей слева. Вы сейчас город, который называется Мишель. Секуры — это небольшие скалистые островочки вдоль береговой черты. Такое секуры — это очень собирательное, очень название для всех таких островочков. И растительности какой-либо.
Все, пошли. Что взять? В 1981 году вошел в состав Восточного морского пароходства, а в 1990 году этот ледокол был переоборудован Советский Союз еще. в туристический ледокол и в настоящее время обслуживает экскурсионные туры в Арктику и Антарктиду. Может принять на борт 128 пассажиров и экипаж составляет 76 человек. В 2013 году снял греческого ледокола. Мы с вами возвращаемся к той же самой точке, откуда начиналась наша морская прогулка. Мы полностью выполнили весь план, который был для нас сегодня предусмотрен. Были и под мостами Золотым и Русским. Видели наше побережье уже с новыми. Ну, вот такой пледик нам давали. Можно будет Надо будет его вернуть. большое, дорогие друзья, за то, что вас Чтобы не любите нашу замерзли. морскую прогулку. Да? Надеемся, что вам она Тебе было доставила тепло? удовольствие. Ты не замерзла? Нет, да? Ну все, вот мы пришвартовываемся. Сейчас будем выходить. До свидания, хорошего До свидания. вечера. Приезжайте к нам еще. Такой вот кораблик Passat. Ну, удобный. Можно лазить по нему. Да? Туда пахнет только что-то сзади этим бензинчиком. Не очень приятно. А мы тут идем. Выходим с машины. Да? Вот еще разочек. Вот можете на таком прокатиться. Прикольно. 2 часа поездочка. Такие кораблики. Попов. Безверхова. Славянка. Рейники. У каждого свое место. Парамшир. Он большой какой. Росморпорт. Ну а мы выходим с Машей, да? Выходим? Выходим. Выход в город потом. А вон там морской вокзал, а тут железнодорожный рядом вокзал. Маша пошла сдавать вот экскурсию, где мы брали. 1200 рублей. Нет, наверное, сзади Маша вот здесь вот, да, дает. А, в окошко давай. О, забрали все. А, спасибо, до свидания. Так, осторожно. Все, пошли.
Так. Пошли вот. KFC. Вот это вот наша поездочка была такая вот видно. Мы вот так вот объездили вот эту всю часть, вот так вот. И обратно приехали вот сюда вот.